Сегодня в 9 утра из лагеря Гренада, что в Сытыдинском районе, в район боевого слаживания в Санкт-Петербург отправилась уже 6-я по счету команда резервистов, призванных по частичной мобилизации. В нее вошли мужчины из 9 муниципалитетов Коми. Перед дальней и ответственной дорогой бойцов окропили святой водой, каждому вручили нательные крестики с иконками. И одним на всех пожеланием вернуться домой с победой. Татьяна Супряткина продолжит. С раннего утра проливной дождь, а потому традиционное построение на плацу пришлось перенести в закрытую палатку, но все так же строго по уставу. Бойцы хорошо знакомы с армейской дисциплиной. Каждый из них отслужил срочную службу и теперь снова готов вспомнить свои служебные навыки. Здесь бойцы, которые добровольно пришли в военкомат, не дожидаясь повестки, и те, кто попал под частичную мобилизацию. Все, не раздумывая, встали в строй, ведь Родина в опасности, и только единой силой можно дать отпор. Так отзываются мобилизованные. Сегодня мы уже с вами понимаем, что те 30 лет, которые, к сожалению, прежние правители, совершив ошибки, отдали эти земли на поругание, а народ на унижение, сегодня справедливость человеческая, историческая восторжествовала. Сегодня это, как и была наша исконная земля, так она и остается нашей исконной землей. И люди, миллионы людей, наших собратьев в Донецке, в Луганске, в Запорожье, в Херсоне, высказали свою волю и сказали: мы – единая Россия. У каждого дома остались родные, жены и дети. И хотя резервисты уже и настроены на выполнение боевых задач, все же волнение за своих близких остается. Мы уходим, они остаются. Месяц без зарплаты. Месяц без зарплаты. В ближайшие дни принимается закон по единовременной выплате правительством Российской Федерации. Поэтому, если вдруг в течение этой недели решение это будет не принято, значит мы это примем решение здесь у себя, на месте. Мобилизация продолжается. Республика поддержит каждого. Готовится обмундирование для бойцов. К моменту завершения подготовки в пунктах слаживания каждый получит необходимую амуницию. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.